Всем привет, меня зовут Александр, компания Центр домостроения. Мы находимся в Снегирях. Здесь мы построили вот такой шикарный, красивый дом, посмотрите. Гараж, балкон, крылечко. Очень красивый дом. Ну а сейчас нас пригласили, чтобы мы утеплили пол первого и второго этажа, утеплили кровлю и настелили фанерные полы. Пойдемте, весь процесс покажу. Сделаем. Посмотрите, какая ситуация была. Просто были лаги, ну и землю было видно. Пол первого этажа уже готов. Есть уже основа некая, да? Уже красота. Посмотрите. Между листами есть зазоры, такие деформационные. Мало ли дом сыграет, чтобы фанера об фанеру, лист об лист не терлись и никаких скрипов у вас в доме не было. Скрепляются все листы желтыми саморезами, хорошими, прочными, не черными, желтыми. Ну и вот там идет процесс еще работы, пойдемте покажу. Видите, везде швы, все замечательно. Видите, как четко в одну линию аж. Чик-чик-чик. Видите, какие мощные желтые саморезы, обратите внимание. Как пленка натянута. Шикарно, шикарно. Кстати, обращу внимание, что потолок тоже уже готов. Видите, пароизоляционная пленка и подшито все доской. Красота, красота. А были просто лаги. Видите, да? Что по первому, что по второму этажу были просто лаги. И как он превращается в пол. Давайте еще с уровнем пробегусь и покажу качество укладки фанерных полов. Фанерных листов. Посмотрите, все четко, все аккуратно. Пузырек по центру. Идем дальше. Все четко, все аккуратно. Пузырек по центру. Давайте здесь посередине. Все четко, все аккуратно, пузырек по центру. Ну, давайте ближе ко входу. Все четко. Ну, как видите, работа идет прекрасно. То есть у нас все в уровень, все ровно. Следовательно, ваше напольное покрытие идеально ляжет. Потому что, например, потому что есть замковые элементы. Они будут вылетать, если фанера положена неровно. Я думаю, подтвердят это те люди, которые занимаются уже чистовой отделкой. Пол, фанерный пол должен быть идеальным. Что мы и делаем. Скорость у нас очень хорошая, у нас качество очень хорошее.
И скорость работы тоже очень хорошая. Так что обращайтесь. Дело идет. Ну, дело идет. Обратите внимание, как идет процесс утепления межэтажного перекрытия. Да как и пола первого этажа также. Смотрите, угловые соединения, а также лаги были пропенены, чтобы не было вообще мостиков холода. Ну, по большей части это нужно делать по первому этажу обязательно. Межэтажки рекомендуемо. Далее, посмотрите, как плотненько был уложен утеплитель. Четко в распор, плотно-плотно, в шахматном порядке, чтобы не было мостиков холода, чтобы было все герметично. Посмотрите, насколько все аккуратно. Это все скрытые работы. Я стараюсь вам это показывать, чтобы вы были убеждены, что дом ваш строится очень хорошо. Дорогие друзья, если вам необходимо построить дом, баню или сделать черновую отделку, звоните. Центр домостроения, город Сыктывкар, улица Советская, дом 8, офис 203. Наш телефон 48 47 48. Приходите, проконсультируем, у вас будет понимание, посчитаем, вы приценитесь. Ну и будем рады, если выберете нас для строительства дома вашей мечты. Все, до встречи, до встречи.